концентрата и бальзамов усиливают убеждение и грамотное применение партнерами уникальной продукции компании Global Trend. Итак, встречайте серебряного директора компании, многоуважаемого Голубева Сергея. Благодарны свет, дорогие, встречи, поприветствуем. Серебряный директор. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Очень волнительно выступать после такого прекрасного доклада, профессионального доклада господина профессора Нурова. Во время выступления я заметил, знаете что зал молчит. Два варианта, когда зал молчит. Первый, когда неинтересно, все спят. И второе, когда очень интересно, и все, затаив дыхание, слушают информацию. Вам интересно? Да! Давайте поаплодируем. Хорошо. Теперь два слова расскажу о себе и потом уже дополню. Постараюсь, во всяком случае, рассказать о продукции, как я это вижу. Я по специальности хирург, онколог, гинеколог. У меня еще одно имя, я Абдулла, принял ислам, по воле Аллаха. И я считаю, что вот вся жизнь, которая была прожита до этого момента, это как раз была подготовка. 23 года я оперировал больных. Из них 14 лет я заведовал отделением онкогинекологии в городе Липецк. Это один из городов, который не пригоден для жилья людей. Оказывается, есть Всемирная организация архитекторов градостроителей, ассоциация, которая тестирует города каждые 5 лет. И вот по итогам 2010 года десятка городов мира, в которую вошел Липецк, она вообще не пригодна для жилья людей. Там огромный металлургический комбинат, который полностью отравил весь, так скажем, всю экосистему города. И когда я пришел в онкодиспансер из общей хирургии, и там оперировали 2 раза в неделю, потом стали оперировать 3 раза в неделю, потом ежедневно. И когда я уходил из онкодиспансера, мне на тот момент было 48 лет, я первый раз пенсию получил, в бухгалтерии сказал: ребята, все, я больше не буду работать хирургом. Но никто никого ножом не вылечит, никто никого химией и терапией не оздоровил, никто никого облучением не поставил на ноги. Все боятся Фукусимы, Чернобыля, под аппарат ложатся, как будто в кино пришли. Та же лучевая болезнь, просто стертая картина. Так вот, когда я уходил с должности заведующего, остался мой ученик Розов Сергей Альбертович, он до сих пор там работает, то мы оперировали ежедневно, 2 раза в день. И у нас была очередь на госпитализацию. Это то, что сейчас происходит во всем мире. И какой выход? Никакой выход. А выход есть. И этот выход именно ученые Казахстана теперь дали всему миру. Именно возможность получить здоровье. Всегда, когда я провожу презентацию, я говорю: здесь не больница, мы тут никого не лечим. Вывески нет, что это клиника. У меня нет лицензии на лечение, у меня нет сертификата, потому что я сейчас на пенсии. Мы помогаем людям оздоровить свой организм. У нас 2 уникальных бальзама и 1 концентрат Павлов Спринг. 2 бальзама — это Perfecto Lux и Vitality Lux. И концентрат Павлов Спринг — это основа этих бальзамов. Есть такая поговорка, да, или примета, или мудрость, я не знаю. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Дело в том, что в феврале месяце, когда мама моей жены Колганай, она сейчас в Чимкенте, мы вместе работаем в этом проекте, у нас семейный бизнес, тяжело болела, находилась на грани смерти.
Рак яичников, эстетическая форма, прогрессирование процесса, это вторая локализация, кстати. После операции, после 8 химий от нее все отказались. Она лежала у нас в Чимкенте на 3-м этаже в нашей квартире в зале и умирала. Она 5 суток не оправлялась, потому что непроходимость кишечника была как осложнение паралитическое. У нее асцит, в животе где-то литров 10, наверное, жидкости скопилось. Пункцию делать нельзя, потому что можно проткнуть кишечник, она тут же умрет. Она не ходила по-маленькому, потому что она ничего не ела и не пила. Некуда, у нее живот вот такой огромный. Она не спала по ночам, потому что у нее интоксикация, отравление организма постоянное. Она вся измучилась, бедная. И все, и никто ничего не помогает, а врачи от нее отказались, потому что организм не вынесет. Она выписалась после 8-го курса с показателями крови. Тромбоциты 62 тысячи. Нижняя граница нормы 120. Лейкоциты 2500. В моче белок, эритроциты, измененные лейкоциты, значит, там соли. Печень вообще никакая. И нам звонят из Алматы и говорят, есть такой бальзам. Я начинаю в интернете про него читать, и когда жена обычно рассказывает эту историю, я, говорю, первый раз своего мужа видела с такими удивленными глазами. Я вышел, я говорю, слушай, Колдана, если то, что написано здесь, соответствует то, что находится внутри, это бомба мирового уровня. Это на самом деле прорыв в мировой науке о здоровье. Аплодисменты. Мы заказали эти бальзамы, их прислали к нам на следующий день в Чимкент. И буквально с первой половины ложки, по пол-ложки чайной, 1 раз в день рекомендация принимать больным, да? Мы дали своей маме вот эти бальзамы перфекты и виталики одновременно. Она выпила 2 глотка воды. Через 10 минут она уснула, 5 суток человек не спал. Она проспала всю ночь. И уже под утро, когда стало светать, когда она с ней осталась в комнате, она говорит, будет ее, мам, тебе плохо? Она говорит, я испугалась, что он сознание потерял. Вот. Она открывает глаза, говорит, нет, ты что, мне спать не даешь? Она говорит, как спать не даю, ты же всю ночь спишь. Нет, говорит, я только уснула, вообще отойди от меня, не мешай. Человек как лег, на одном боку так и заснул в таком тяжелом состоянии. И потом через час она проснулась, она попросила кушать. За 3 недели она встала на ноги, она подходила уже, смотрела в окно, она ела, она... И тогда я говорю, слушай, самая любимая жена, ей надо опять химию делать, потому что живот-то растет, асцит-то душит, она же умрет от асцита. А при раке яичников только химия может помочь этот асцит остановить. Перед 9-м курсом что надо сделать? Надо сдать анализы. Причем, когда она сказала, я говорю, не буду ей ничего говорить, она же собралась умирать, она от всего уже отказывается, но тяжело человеку реально. Я подхожу, говорю, Реке, вы знаете, вот, мы можем асцит ваш остановить, только химиотерапия. Она говорит, ладно, давайте, я согласна. Опять там она в шоке была, говорю, как это так? И вот после того, как сдали анализы крови и посмотрели в понедельник, в пятницу сдавали, в понедельник результаты, я сам был в шоке. Врач лечащий тоже был в шоке. Тромбоциты 262 тысячи, лейкоциты 5 тысяч, моча как у ребенка полностью нормальная. Печеночные пробы все восстановились. То есть анализы абсолютно здорового человека. Никакого здорового состояния. И ей сделали 9-й курс химиотерапии, и она еще прожила 3 месяца. Но потом она ушла из жизни. Ну кто у нас не умрет? Руку поднимите. Все мы умрем. Часто меня спрашивают, кому эти бальзамы нужно рекомендовать? Я говорю, вообще они сделаны для здоровых людей сделаны, чтобы люди не болели. Как их принимать? Элементарно. 1 месяц, раз в полгода, как профилактика, весной, осенью лучше, да? По пол чайной ложки 1 раз в день утром. Все. Элементарно, просто водой запил, пошел. Если у человека проблема, принимайте 3 месяца подряд. Может, по пол чайной ложки 1 раз в день. Но если состояние вот такое тяжелое, критическое, вот как у нашей мамы, мы ей давали 3 раза в день по чайной ложке всего вот этого. 3 раза в день по чайной ложке. И вот до своей смерти, это было 8 мая, мы не смогли даже на открытие компании приехать, потому что мы ее хоронили в это время.
До 8 мая мы уже ее, настолько она восстановилась, что мы ее отвезли в аул, она уже выходила в огород, она уже там копала какие-то растения свои делала, но резервы организма исчерпались, и она ушла из этой жизни. Значит, на самом деле не все так печально. Бальзамы нужны для здоровых людей, для больных они тем более нужны. Но если человек обречен уже, ну все, уже тяжелая болезнь, постинсультный, постинфарктный человек, я не знаю, там, сахарный диабет тяжелой формы, ну все уже, да, то эти бальзамы тем более помогают людям, что качество жизни улучшить. Или человек умирает в мучении, он сам мучается, родственники мучаются. На самом деле, смотрите, это я считаю издевательство. Если есть возможность какая-то помочь человеку, почему не помочь? А когда даются наши бальзамы, человек тоже умирает, если, но он не мучается, ни одного обезболивающего укола, ни одного наркотика мы и не делали. Она просто угасла, и такой легкой смерти, я хотел по-хорошему говорить, ну ладно. Значит, смотрите, я не видел ни разу в жизни, вот сколько я видел смертей на своей жизни, и в больнице, и не в больнице, человек просто лежал, постепенно слабость нарастала. И потом, когда уже подошел критический вот этот момент, когда у нее давление упало 40 на 0, когда пульс нитевидный, холодный пот полностью у нее, это было где-то 10 часов вечера, наверное, накануне за полчаса она поела, она чай с молоком попила. И вот она рассказывала, у меня отказали ноги, у меня отказали руки, потом стал заплетаться язык, она сказала, Калиму, Шахану сказала, вот. Потом уже только глазами она смотрела. И вот так последний вдох-выдох, глаза пошли наверх, и легкая такая улыбка, все. Душа отошла, умер человек своей смертью, не от болезни. Вот преимущество наших бальзамов. Облегчение очень сильное дает, очень мощное. Поэтому в тяжелом состоянии людям здесь врачи есть, нет, это дело уже второе, не буду даже спрашивать, вот, рекомендуйте смело. Причем вы можете рекомендовать, я считаю, только в том случае, если сами эти бальзамы принимаете. Но какой человек имеет моральное право кому-то что-то рекомендовать, если сам этого не попробует, если сам не знает, как это работает. Два препарата, Перфекто-Люкс, Виталити-Люкс. Кто не знает? Перфекто-Люкс очень мощно чистит организм от ядов, шлаков, токсинов, паразитов, восстанавливает работу печени, почек, восстанавливает иммунитет, мощная противораковая программа. Виталити-Люкс то же самое все делает, но преимущественно еще работает с нервной системой, с гормональной системой. Сахарный диабет очень мощно уходит у нас. И там есть вот этот коэнзим Q10, который реально дает энергию. Поэтому принимать надо в паре. Один условно останавливает, второй дает энергию, чтобы человек легче переносил период вот этого обострения. Концентрат Парловсприн, пожалуйста, принимайте или отдельно, или дополнительно. У нас сейчас в семье, например, у каждого по 2 флакона в холодильнике на дверце стоит. Все подписаны, наклеены, там пластыри, прочее. Вот. И мы на всех наливаем Парловсприн. Все мы делаем один прыск на 5 литров, сами пьем на 1,5 литра один прыск и вот эту воду употребляем. Если тяжелое состояние, можем назначить дозировку больше. 2 раза в день, 3 раза в день, в этом ничего страшного нет. Результаты очень хорошие. И так, мне доску принесли. Значит, когда можно, действительно. Так, еще займу некоторое время вашего внимания. 189 растений. Из них 40 водорослей. Из этого получается 250 компонентов. Витамины, микроэлементы, минералы, нуклеиновые кислоты, ферменты, другие биологические активные вещества, которые только в растениях есть. И среди них вот то, что меня больше всего впечатлило, когда я изучал, дали информацию, что есть бальзам, стал читать в интернете, я реально хорошо сидел, так бы я, наверное, это самое, на пальце. 88 сангонов. Я думаю, почему я онколог? Постоянно врач, который работает, так скажем, развивается, он читает литературу.
Не знаю, что такое Ксантоны. Оказалось, их всего открыли в 80-х годах прошлого века. 1980 год. И открыли эти Ксантоны только благодаря тому, что обратили внимание, собаки и кошки весной выходят и начинают траву есть. Они нюхают ее. И когда стали исследовать Ксантоны, оказалось, что они именно работают с раковыми клетками. Они именно дают очень хорошо восстановление иммунитета. Именно они участвуют практически во всех обменных процессах. И вот если в природе ксантонов, например, сок алоэ, 1 ксантон, листья салата, 2 ксантона, самое большое количество ксантонов 43. Это плод мангустина, тропический плод Южная Америка и остров Хайнань в Китае. То у нас, смотрите, сколько? 88. Но в мире нет вообще, в природе даже такого продукта, качественного, хорошего, полезного для человека, который имел такой богатый состав. Давайте мы еще раз поаплодируем себе. Потому что это огромная заслуга ученых Казахстана, это огромная заслуга именно людей, подвижников в этой области. У нас большая в свое время была структура в Грозном, Северный Кавказ, в Чечне. И вот там одна женщина, 40 с небольшим лет, и очень хороший результат по циррозу печени у мамы. У мамы тоже умерла, но умерла от осложнения кровотечения профузных варикозно-расширенных вен пищевода, осложнения цирроза. Но она полгода, она лежала. Сказали, она умрет вот не сегодня, завтра. Но на продукции она встала, она полгода жила, она уже посланию ездить стала. Так вот, эта Фатима, она, значит, постоянно меня спрашивала, можно я буду рассказывать результаты, можно я буду выступать по продукции? Я говорю, ладно, хорошо, рассказывай, я тебя послушаю. Мне она, когда наедине рассказывала, нормально было. Когда вышла на аудиторию, ну, хочется человеку, как сказать там, заразить всех тех, кто находится в зале, вот этим энтузиазмом. Хочется донести вот это. И надо что-то сказать такое, чтобы взяло. И она говорила, и потом говорит, а вы знаете, что наша продукция, если вы будете ее принимать, она поможет быстро и легко умереть. Я стою сзади, она что не так сказала? Я говорю, все не так сказала, все увидели. И потом я ей говорю, ты что говоришь? Она говорит, может, сами рассказываешь, что люди умирают и легко, и хорошо. В другом ключе это рассказываю. При мне больше не выступали, вообще задумывали корпус его. Но потом все нормально, наладилось. Это я к чему говорю? Потому что наша продукция, она уникальная. Наша продукция, она эксклюзивна. У нас в руках реально такой инструмент, который тем людям, каждому человеку индивидуально, который его возьмет и начнет принимать 100%, даст возможность восстановить здоровье. Я вам желаю вот этого огромного здоровья, я вам желаю огромного счастья, я вам желаю радости, благополучия, ну и всего того, что вам Аллах в этой жизни посылает. Спасибо за внимание. Вам спасибо огромное, что вас здесь. Уникальная и эксклюзивная продукция реализуемая